сайте клёвая-рыбалка.рф вы можете приобрести вот такие якутские ножи. Вот. Приятное с полезным. Готовим еду и ловим чебаков. Вот. Готовим, как говорится, еду и ловим вот таких вот сорожек. Дмитрич тоже. Страшение. Занимается потрошением. И банка пригодилась, да? Вот так. Все пригодно. А рекратом собака. И по приколам ходил. Слава, гад, что-то поймал большое. Не поймал. Андрей к нему пошел. Сейчас посмотрим, что поймали. Походу налима поймал. А, щука большая. Десятка где-то. Блюдо вроде простецкое. Вкусно выглядит, да? Детей, конечно, почти. Так, что-то опять тихонько клюет. Какая-то мелочевка. Подошла. Ну, Мелочь подошла. хотели поесть. Дмитрий все время ловится.
Сороги не переставая. Сейчас вот чай делаем. Чай готовим, будем потом делать. Пересменку делать. Да. Перестановку делать будем, пообедаем. Так, ну это курение. У нас тут дел еще куча. Ребят, конечно, молодцы, там рыбачат. Все дела. Yeni transfer sütüldü. Ох, алистряхан только кыргыч. Подписчики. Тюх по тебе, да, Алексей Алексеевич? Ой. А вот это мне. Ну, бадро, не знаю, полторы. Вылезли, я понял. Дмитрич, давай его таскай, видишь, вот сразу здоровый клюет, Дмитрий, вообще здоровый, просто конские. Кони просто, это не сороги, это кони. Как говорит, ага. Да. Просто кони. Вот. Коней дубасим. Сейчас чай закипит, чай сделаем. А пока чая нету, будем есть. Придется есть то, что есть. А есть у нас ровным счетом. Все. Так, друзья, начинаем кушать аппетитное блюдо. Покажем быстренько краем глаза. Пускай люди по нам позавидуют. Свинина с тушенкой с макаронами. В макаронном соусе, хотел сказать. Вот. Просто обалденное блюдо. Иди. Это просто божественное блюдо. В наших условиях, когда очень проголодался, сейчас это будет просто космос. Карасей вечером жарить будем. А в четверг на озеро съездим, да? Ты смотри, получилось. Дмитрич продолжает рыбалку. Да. Канал бытти. Отдай глаз. Вот твой пассажир. Короче, он глаз насадил. Глаз сороги, да? Эй, как не то он верно.
О, пока Дмитрич рыбачит, мы кушаем. Успеваем кушать. У кого не клюет, тот сытый. Сытым будет. Сытым будет. Все время Да. сытым будет. Так что, друзья, если у вас не так клюет, как у нас, не огорчайтесь. Кушайте. Теперь, пока Дмитрий будет распутывать часа 2, будем продолжать есть. Так, у Дмитрича даже не то что поесть, даже распутать не дают. Ну нормально, нормально. А мы тем временем продолжали есть. Я даже не обращаю внимания в сторону кивка, даже не смотрю. Тут надо выбирать, либо рыбачить, либо есть. Как голодным остаться можно. А? Так голодным остаться можно. Дмитрич так и не распутал. Решил поесть. Решил поесть, пока что-нибудь осталось. Да? Так, здесь тоже полная. Совсем нет его. Нет. Угу. Клюет. Пусть вот так. Удивительно. Поем Тебя клюет, у меня не клюет. С чем это связано? Чтобы ты сытым был. То есть... Вот так как-то, ребята, кушаем. Когда идет-то ебаный, блин, ладно.
Вовка передает Привет. Соболевскому привет тебе. Деревянную ложку. А? Кто передает? Привет Соболевскому. Деревянную ложку привет. Ну, халал разу быть. Ну. Ага. Короче, на глаз клюют, оказывается. Не на кальмара, а на глаз. Причем глаз с рожей. Да? Свой глаз. На свой собственный глаз клюет. То есть это говорит о том, что они уже хотят рыбой питаться. Рыбу им подавать. Да? Кем? Карал кандеру хородеру. Угу. Есть. Я пошевелил, мне схватил. То есть без глаза этот Кальмар. кальмар, да. А, ну, правда, красная. Всю дорогу работает вот эта красная мормышка. Вот, так легко. Вот. Поели. Все. Ага, есть. Есть. На паузе. На подъеме. Рога клевает хорошо. Там такие поклевки не нужны. Сейчас только что была поклевка. Дмитрич не смог ее реализовать просто. Катю Гарилен был. Давай, Дмитрич, есть поклевка. Пусть надо, чтобы вторую не задеть. Давай. Вот так вот. Ну, вот за глаз взял. Любит глаз свой. И глаз менять хотят они. Каннибалы. Одним словом. В принципе, одеваться незачем. Вытаскивать же будем. Теперь у Дмитрича дубас пошел. Жерличный вышел. Вполне. Не поесть не дадут, покурить не дадут. Вот. Ничего не дадут сделать. Одеваться тем более не дадут. Так, друзья, пойдемте посмотрим. Здесь у нас событие. Во-первых, ребята приехали пофоткаться. Во-вторых, Агат здоровую щуку поймал. Сейчас вот взвешивание происходит на все 3 камеры. 46 9 800
950. 9850. Я же говорю, десятка. Минус 2 килограмма снега. Да мы тоже так сказали. Побил рекорд. А крови сколько вытекло? Назад кровь засунь. Что, вода там вытекла? Да. Так, вот, ребята, сейчас это пофоткаться приехали к нам еще также. Алексей Алексеевич. Давайте на фоне. Так, сейчас я ребятам сделаю небольшие подарки. Алексей Алексеевич, чукагам. Я так и сказал тебе. Вот такие сувенирные шапки, в общем. Держи. Тебе. Одевай. Спасибо, здоровья. Я завтра буду. Спасибо. Морожку. Леска 0,12. Вот. И ребята хотят сфотаться с блогерами, поэтому сейчас мы это им устроим. Ну что, давайте кто-нибудь. Фотайте. Ходите. Владик, тухтай. Давайте как расставиться-то лучше? Кто самый высокий? Ложись. Слава, Андрей самый высокий. А, да, некоторые. Да, давай, я тоже ложусь. Некоторые вперед можете. Давайте. Сейчас, вот так. Давай. Ё-моё, сколько камер там. Так, что-то... Ракурс не тот взяли. Да? Задний нет. Гору надо было брать. А, потом часа. Гору сдвинуть куда-то. Во. Надо расстояние, чтобы было. Ну-ка, сейчас вернемся на гору тоже. Давайте вон к снегоходу встанем. Давай. Можно через снегоход. Так, да? Так? Выходи. Все входим. Не, у некоторых рука не входит. Ну это ничего. Ничего, в фотошопе добавят. Ну, прибавим. Так, все. Пошло все, дальше. давайте. На ходу, думаю, завтра заедем. Я еще там, думаю, завтра пойду. Да. А мы подтвердим. Внимание, да. Придется учить. Так, руки, пальцы вниз, прячем от себя и в горизонте локти. От себя максимально. Давайте, Андрей, тоже О! встаньте. Встаньте, Андрей. Пятнашка! Не вылазит, в экран не влазит. Ну, на экран не вылазит. Вот это, помните, фотография есть, щуку на 34 килограмм поймали. Это та фотография как раз была. Ладно, удачи вам. Давайте. До следующего года. Мощные, да? У меня больше было вот такое. Ты его не взял, да? Одну отсюда возьми, как куртку. Что? Куртку одну. Ну вот, дорогие друзья, все уехали. Остались мы опять одни на протоке. А вода все наступает и наступает. Что делать, не знаем. Дмитричем сегодня, наверное, сюда перетащим. Вот. Сюда, думаю. А, Дмитрич, как думаешь? Вот он нравится, да. Сейчас пойдем проверим палатку, вчерашнюю нашу площадку, которую мы подготовили. Она как бы, во-первых, здесь недалеко тащить палатку. Во-вторых, она должна быть высокой. Площадку делали высокой, чтобы вообще твердая и большая. А, возле тебя мягкая. А в центре она твердая.
А все равно проваливается, оказывается. Поэтому бесполезно тут сидеть. Так. Дмитрича черпак утонул где-то вон там. Там утонул вообще. Но все. Фух, друзья, придется сейчас переставлять палатку по новой, потому что мы не можем воду терпеть. Так, сейчас вот маленько протоптались, посмотрели, и Дмитрич укатал что-то типа здесь площадки, но я думаю, что надо вытаскивать сюда. Здесь, во-первых, снег уже утаптанный ранее, и Владик! Так, сейчас, в общем, решили, Дмитрий сейчас поедет, вот так объедет, потому что снегоход уже, лыжа вся вот налипла. Хотели как... Получилось как-то не так. Хотя бы так. Сейчас попробуем дернуть. Хорош! Ну, в принципе, сейчас поправится это все. Здесь попадали вещи, не критично. А?
Ну вот и все. Передвинули палатку. Можно посмотреть, как было, как стало. Здесь я уже в луже хожу, вот. По луже много. Видите? Сейчас быстро перетащим вещи, как было. А там она убежит тут. Так, осталось занести дрова. Да, сейчас мы в палаточке пробуримся быстренько, чтобы у нас тут лунки были с Митичем. И продолжим, как говорится, рыбалку. Ой, ой. О. Вот так вот. Сейчас я лунки почищу, чтобы было удобно. Лед, снег весь сюда забьем. Пускай он оттаивает и туда. Стекает. Снег прям под полы можно пихать. Снег и лед.
Ну вот, друзья, снаружи идет мокрый, холодный снег. Снег с дождем, так сказать. Выкрутил вариатор. Ух ты. Трещит что-то. Вот эти кулачки уже по сторонам бегают. Сейчас будем обслуживать вариатор. Пока просто так сидим. Поэтому заодно и рыбачить. То есть не просто так сидеть, вариатор обслуживать, а обслуживать и рыбачить. Ну, если придет, мы будем готовы тогда к встрече. Здесь подставка моя. Сейчас посмотрим, что там трещит. Minä maskalaan liipisin. Tämä on hyvä. Mulla maskalla kanaan. Вот то, что у меня осталось от старого вариатора разобранного. Вот столько запчастей. Посмотрите, в каком они состоянии. Сейчас сюда будем ставить все новое. Вот. И промазывать маслом все это дело. Так, ну вот, в общем, смазал вариатор. Получается, я заменил пластиковые вот эти вот вкладыши, они не подошли, потому что их пришлось вот в этом месте подтачивать бруском. Здесь они были, у них был довольно крутой угол. Здесь, допустим, если прямой, у тех было просто налито как бы халтура. Вот, пришлось их подпилить. Дальше. Вот это пальцы, которые держат сами вот эти кулачки внутри, бегающие. Они вообще не подошли. То есть вот эти вот, которые вставляются сюда, они вообще не подошли. Так, это первое. Не понял. Ну, все верно. Ага. Так и должно быть. И вот эти кольца, вот, они тоже не подошли. То есть это с ремкомплект с китайского получается. Так что так вот. Как-то так. Ну, как-то вот так вот.
Так, идем проверять состояние. Где у вас вход? Слава, с другой стороны печка. Слава, тарелки надо. Ух ты, ё-моё. Да вы вот так по воде ходите, что ли? Ну да. Ой, 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 ой. Надо тарелки, Слава, куда выкладывать и кушать. У нас этого нет. У нас есть вот рыба, поэтому... Не иди за тарелками, Володя. Здесь вот в этом в санях. Так, вот пришел к ребятам. Андрей здесь, оказывается, жарит рыбу. Андрей, ну расскажи, по какому рецепту готовишь, чего, как? Твой рецепт. Карасика, значит. Так, вот делаем. Надрезы я все сделал, Ну, чтобы косточки убирались. угу. Это все у нас. Да. Это все у нас было. Ну, вот так вот делается. Тарелку привозится из Калининграда обязательно, потому что местная ни одна не подойдет для этого. Ясно. Так, дальше. Второй, да? Ага. Ну, в принципе, понятно, да. Ну, тут, наверное, все так делают. Карась, он примерно всегда одинаковый. А Просто- вот эта манка, она подсолена уже заранее Да. или нет? Рыбу я не солил, но добавил соль сюда в манку. Ясно. Ну, хорошо. И Вот так она обязательно- потом получается, да? Обязательно крест-накрест должны они лежать на сковороде. Головой, да? Да, тут тогда они больше влезут. Ясно. Вальтом. Ясно. Итак, дорогие друзья, сейчас вот Андрей будет жарить щуку для Дмитрича, потому что Дмитрич у нас карася не ест с детства. Не ест он его по той причине, потому что у него аллергия с детства, и вот поэтому, Обязательно. потому что это с холодным он тоже вкусный очень. И завтра мы с ним, я увезу его в 10 часов в аэропорт, мы отсюда поедем ровно в 10, приедем часов в 12, и он завтра уже улетает к себе домой в Калининград. Если самолет прилетит. Андрей, ну расскажи, как у тебя сегодня рыбалка прошла, чего, кого наловил? Отлично. Я сегодня столько щуки поймал, сколько я за свою жизнь не ловил на блесну. Это точно. Так. Я имею в виду на блесну, на зимнюю удочку. Удочку, да? Да. Сколько, 14 штук поймал, да? Да, ну я, конечно, в основном это поймал на жерлице в основном. Но жерлиц у меня было всего две. Правильно. Да. Мы тоже много не делаем. И все, и Две только жерлицы. раз поставил, пошел. Да, и отлично было. И было такое даже два раза, когда я щуку подтаскиваю, она срывается. Значит, я развожу руками, опускаю живца этого же и сразу сходу берет. Сразу. Вот она сорвалась и стоит там. Два раза так было. Ну, классно. Это, конечно, что-то с чем-то. Дикая щука, дикая рыба. Вообще. А по окуню как? Вот расскажи впечатление, сколько ты чего, как? Ну, по окуню у вас мешками считается. Да, ну, наверное, 1/3 мешка я поймал. Да, ловил, клевал он хорошо, но мелковатый, конечно, был. Мне кажется, все-таки он был мелковатый для рассказов. Вот, килограммового я ни одного не поймал. Но... Да. Внимание! Целик допущения навис. Вот. Так что классно было. Больше 3 не собираться. Уже видит? Уже нарушение коронавирусного режима. Ну так у вас не клевало, потому что вы здесь. Так мы туда гнали ее все. Ничего себе. Вытаскивают, они сразу
все это руками, Чикают, естественно, да? голыми руками, да. Блин, А вот, вот Слава начал помогать ему, этого руки замерзли, блин. не, ну руки мерзнут, я представляю. А сеять оставляют дальше или все? И потом про голову назад вытаскивают, ну, обратно ее запихивают. И так постоянно, ну, вот это вот, Ну, они как постоянно в следующий раз уже снимать будут. потому что уже не вытащит. Ну, он говорит, это, типа, неактивная рыба. Осенью вот рыбачит и все. Потом у нас встает. Он промерзает до дна. А туда на рыбалку никто не вырыбался летом так половить? Или это неинтересно, смысла нет? Летом комаров много. Вот здесь, в этих местах, да? Вы лучше не делали здесь? А, есть, да? Не буду, не буду. Так, сегодня едем, увозим Андрея. Сейчас я пойду поставлю вариатор. Дмитричу сейчас сани опрокинем с утра. Вот. В общем, вот так вот собираемся. Сани у нас вообще прилипли, да? Это чье лежит? Вот это. Ну-ка ведь. Нормально ведь. Burada evde. Друзья, посмотрите, снегоход у меня полностью утонул. Стоит в воде. Блин. Полностью везде вода выступила. В общем, дискомфорт по полной. Надо будет, проблема будет, сейчас надо будет Ямаху как-то вдоль вот здесь вот. Вот здесь вот, по-моему, воды полно, я не знаю, перескочу, не перескочу. Но хочу вон туда, вон на пески перескочить, попытаться. Вот. Потому что здесь уже не проехать. И вот этот снегоход тоже надо вытащить туда. В общем, проблема у нас выше крыши.
Друзья, посмотрите, какой кошмар. Просто кошмар творится. Хочу переехать вот этот ручей и выехать на эту сторону, чтобы потом, если даже и вещи таскать, то здесь было легче перетаскивать. Ну вот, состояние вот этого ручья меня, конечно, беспокоит. Смотрите, здесь вообще галимая вода лежит, то есть еще и глубокая, так сказать. рыба плавает. Ну, перескочить-то я его, конечно, перескочу. Разговоров нету. Но ведь намокнет. Ну, в принципе, если вот на этом участке проскакивать, то перескочит по льду. А потом здесь уже вот так вот. То есть Ямаху я вот здесь сейчас перегоню, потом следом Бурана. Сначала Ямаху перегоню, тогда здесь, и потом только Бурана. Так, сейчас попробую здесь проехать на снегоходе. Получится, не получится. Соған де. Мынык соған ағалып та. Таблин балар тахарыға. Чуть, да? Вот, друзья, вот так вот тащим, потому что здесь просто вода. На снегоходе по такому не поедешь никак. Поэтому сейчас вытаскиваем сани к снегоходу. Так, ну вот, доехал и до Володиной стоянки. В воду, в общем, не стал съезжать, потому что, ну, сами видите, кругом вода. В связи с этим Володя, он тащит рыбу, которую вчера успешно так они ловили. Сейчас мы всю рыбу перетаскаем и поедем. Там еще второй,
больше, да? Вдвоем, значит, тащим. Не завязаны? Веревки нет. О, хорошо. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Я всегда говорю это. Итак, дорогие друзья, вот мы с Андреем, с Дмитричем едем в поселок, потому что Андрею сегодня улетать, как я уже говорил. Вот. Сейчас вот везем его в поселок, вот. И рыбу Дмитричу везем, да? Дмитрий сейчас должен еще дров попилить, да? По дороге. Вот. Андрей, ну как у тебя настроение? Как вообще, как тебе поездка? Отлично, отлично, все очень здорово. Рыбу везем полные сани за 2 дня. Наловили полные сани, нереально. Вот здесь, наверное, рыбу килограмм 300. Вот, поэтому много отпускали, что-то взяли. Но вообще отличная рыбалка, мне очень нравится. Хорошо. Очень жалко, То что есть... так мало дней осталось. Ну. И с одной стороны жалко, что поздно прилетели, с другой стороны есть другие дела. Ну, все равно у тебя, надеюсь, останутся какие-нибудь воспоминания от этой поездки. Обязательно, потому что это Да. когда ты наедине с природой, когда нет мобильной связи, когда все просто вот лес, удочка, палатка и хорошие друзья. Это больше ничего не надо. А я, если когда-нибудь буду в ваших краях, меня Володька там что-то приглашал на какую-то саргану, Приезжай, да, обязательно то встретим. я тебе с тобой свяжусь. Обязательно встретимся, если приедешь. Хорошо. Да, то Ну вот, друзья, сейчас мы звонили по телефону, сказали, что задержка, да, на час. То есть, и хорошо, что мы поехали пораньше, потому что едем очень долго, там вот разные подъемы. Андрей даже пешком где-то на подъемах, да? Где да, где-то приходилось. техника. Ну, это нормально. Да, и постоянно у нас греется, в общем, снегоход, вот. И остужаемся. Да, Дмитрич поехал. Ну, мы сейчас за тобой сразу едем. Вот, я тут поджариваю свои... Ой. Рукавички. Поджариваю. Ну все, поехали. Сейчас попилим дров, погрузим Дмитричу и поедем дальше. Tuh kayak apa? Oh, betul betul. Ну все, распилили валежник, валявшийся просто так. Вообще мало, это же мало. Совсем мало. Вот. Ну все, сейчас уже едем ходом. Ну вот, приехали к Дмитричу, выгрузили всю рыбу. Вот. Сейчас везу Андрея к себе домой, оттуда он уже поедет в порт. Ну все, поехали.